Доброе утро, дорогие телезрители! В Национальном центре аудиовизуального наследия находится более 46 тысяч видеодокументов. Среди них есть уникальные архивные съемки Восточно-Сибирской студии. В нашем фонде есть интересные киножурналы, телепередачи, репортажи и художественные фильмы, рассказывающие о жизни в стране советского периода. В то время документалисты создают кинообзоры всех союзных автономных республик, областей Советского Союза, в том числе и о Якутии. На этих кадрах 1953 год. В Якутске в Доме пионеров проходит утренний новогодний праздник. Даже через эти черно-белые кадры можно прочувствовать ту праздничную новогоднюю атмосферу, которая царила тогда, в 1953 году. У нарядной елки кружат в хороводе дети. Звучат стихи для Деда Мороза «Снегурочки». На празднике есть почетные гости. Это главный режиссер Якутского драматического театра, народный артист Якутии, заслуженный артист РСФСР Спиридон Григорьев. Рядом заслуженная артистка Матрена Слепцова и заслуженный артист РФСР и СССР Петр Решетников. Эти уже исторические кадры сняли для нас операторы Белинский и Берховец. Съемочная группа иркутской студии «Кинохроники» время от времени приезжала в Якутию, ведь в 50-е годы советский кинематограф достиг заметных успехов в области документального кино. Такие фильмы в большинстве случаев имели яркую идеологическую окраску. Кинокартины фиксировали грандиозные победы, одержанные советским народом на всех фронтах хозяйственного и культурного развития. А что касается празднования Нового года, то традиция отмечать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января закрепилась в России только с конца 17 века. Петр I подписал такой указ в 1699 году. Государство не уделяло внимания Новому году до 1930-х годов, а все торжественные праздники имели такую строгую коммунистическую направленность. А настоящее возрождение Нового года в Советском Союзе получил лишь в конце 1935 года. Граждане с удовольствием вновь стали наряжать елку, а в 1937 году советские дети впервые познакомились с Дедом Морозом и Снегурочкой. В те же времена Новый год стали отмечать и в Якутии. В 1938 году в Якутске было организовано первое новогоднее торжество в Русском драматическом театре. А в 1948 году 1 января официально стал выходным днем. Можно сказать, что в 50-е годы стала закладываться современная традиция празднования Нового года. В Якутии стали проводить уже более активно и, возможно, и в районах новогодние утренники, детские балы-маскарады. Сегодня, когда кино снимается почти всегда на цифру, у большинства из нас черно-белые кадры ассоциируются только с прошлым. Но такие фильмы до сих пор воспринимаются как-то по-особенному, а по красоте черно-белые картины не уступают цветным. Эти кадры новогоднего праздника 1953 года раскрывают ту уже историческую, уже, к сожалению, прошедшую эпоху и дарят особое новогоднее настроение. Национальный центр аудиовизуального наследия поздравляет всех с Новым годом. Изучайте историю вместе с нами. Ведь даже черно-белое кино обладает особой магией и дарит вдохновение.